Современная Якутия, как и многие другие культуры, перенимает весь мировой опыт культурологического наследия всего мира. Однако у историка Айтала Яковлева мы решили узнать, как проходили обряды, традиции и на чем строился Тюгельге в наших исторических хрониках. Ну расскажите, пожалуйста, сколько лет вообще традициям Исеха и как древние наши предки выбирали место для Тюгельге? Ну, насколько древний Исех, это вопрос тоже интересный. Почему? Потому что перечисление Аи, Тангара, духов, например, да, это уже углубляет, ну, как минимум на 1000 лет. Посмотрите там Олонхо, эпос, да, культурная память, она отсылает культуру народа Саха вот, тысячелетней давности. Материальная культура, например, не может угнаться за эти моменты. Гэх Тюгельге, Тюгельге определяет, сейчас это уже, да, сейчас. Современных якутов Тюгельге – это место проведения Исеха. А в традиционной вообще якутской культуре Тюгельге – это место, где вот собираются, место, где вот солятся круг людей, например. Как это происходило? Что делали наши предки? Конкретно, если говорить Гэх Тюгельге, воспринимаем как культовое место, да, как место, где проводится обряд, то надо отсылаться о том, что якут – это вера в силу природы, вера в силу предков, вера в Аи, Тангара. И мы говорим о том, что природа это есть уже храм. И как только человек, якут, Саха, разжигает костер и начинает кормить огонь, это уже культовый обряд получается. И специфических таких обрядовых моментов не было, поиска выбора места, потому что везде можно было праздновать Исех. Берем конкретно 19 век, да, вот как пишет Серашевский, это родово-общинный праздник, это значит самый главный родович, Агавус, собирает своих аймахов, друзей, и в своем Аласе, может быть, да, например, и где вот чисто, где сухо, они уже проводят Исех. А сейчас это уже более, якуты это уже, считайте, урбанизированный народ, да, у нас больше 60% живут в городской среде, в деревнях, например, и там уже, если мы говорим о празднике, да, вот в том понимании Исех как праздник, нужно специально определенное место, локальное, да, вот. В 90-е годы, когда начинается праздновать Исех, наверное, все помнят, да, вот Исех проводили в стадионе ЕГСХ. А сейчас это Усть-Хатынь, это то есть специфическое конкретное место, да, вот, можно говорить о том, что Усть-Хатынь это культовое, обрядовое место современных якутов. Почему Усть-Хатынь? Почему Усть-Хатынь? Потому что есть очень красивая легенда, она отсылает именно к первому Исеху, который был проведен на территории Якутии, да, это мы говорим о нашем первопредке Эллей-Ботур, он именно где-то в этом месте Усть-Хатынь провел первый обряд Исех, кормления огня, кумысопитие, да, вот в таком формате это все происходило именно в таком плане. Для современных якутов это сакральное место. Деревянные постройки в древности они существовали или это современный уже взгляд на проведение Исеха? Ну, деревянные постройки, вообще все якутские здания, они построены из дерева. Деревянные постройки, которые мы наблюдаем повсеместно по всей Якутии, во всех улусах, Гэх Тюгельге, это можно отметить удивительное сочетание исторической памяти и культурной памяти. Исторической памяти, почему? Потому что Гэх Тюгельге, они построены были в эпоху Советского Союза. Естественно, Советский Союз имел свой взгляд, свое отношение к традиционным праздникам, в том числе и Исех особенно. Что касается культурной памяти и современных якутов, и современных Гэх Тюгельге, это уже вот такой образное восприятие своего прошлого, собирательный образ, каким должен быть вот срединный мир, какие должны быть дома. Это вот такой, не то чтобы идеализированный, да, максимально близкий каким-то идеальным образу якутского ландшафта, культурного ландшафта. Советские времена. Ну, если говорить про советские времена более подробно, то надо отметить о том, что именно в советские времена начинается глубокое изучение Гэх как феномен, да, вот, культуры якутов. Если сравнивать современный Исех по структуре, да, вот, он удивительным образом как-то вот отражает основную структуру советского празднования Исеха. Да, вот. Именно какие-то вот, особенно в улусах, например, можно наблюдать какие-то вот доклады. Но в принципе структура, каркас вот этого празднования, оно сохраняется очень четко, потому что это ключевые моменты. Это алгыс, гухай, кумысопитие обряд обязательно, кормление огня, встреча солнца, например, да, это все является такими базовыми. И вокруг него уже начинают выстраиваться какие-то определенные
сценарные подходы, скажем, празднования якутского Исыха. Самые запоминающиеся в исторической памяти народа Саха — это Гых Победы, который как раз в этом году должен был быть таким юбилейным мощным Исыхом. В 1945 году был в честь победы над фашизмом. Можно увидеть во всех газетах, в краеведческих книгах именно отсылку на именно этот Исых. И в принципе можно сравнить, да, 1945 год и современные Исыхи. Надо отметить еще то, что существует такое понятие, как продовой Гых. Это когда одна семья собирается всем как бы аймахи, все собираются, и там уже, как говорится, меньше торжественных, да, вот, пафосных моментов. Это когда выступают старейшины рода, выступают уважаемые люди, уважаемые гости. Насчет гостей тоже надо отметить отдельно. Почему? Потому что якутский народ — это гостеприимный народ, это однозначно. Каждый историк в Якутии, он писал и пишет про Исых, потому что это есть краеугольный камень культуры народа Саха. Сейчас как раз, например, в Национальной библиотеке начинается акция ко дню Исыха. Там можно найти на сайт и посмотреть все книги этнографов, историков про Исых, да, вот, про обряды, про то, как проводили Исых. Например, Серошевский отмечает, что это был продово-общинный какой-то вот праздник, где вот решали какие-то проблемы, политические проблемы, социально-экономические проблемы, может быть, даже вплоть до улуса, наследия, например, рода. Все отмечают, да, вот исследователи, о том, что Исых славится прежде всего обилием еды, обилием кумыса. И самое главное — это, конечно, гости. Вот чем больше гость, чем он статуснее, откуда он приехал, из какого далека, тем считается вот Исых такой масштабный, увесистый. И, естественно, вот это сохранилось до сих пор. Вообще, как проходил Гых? Традиционные, например, это игры, гохай обязательно, это кумысопитие, обряд кумысопития. Гых — это праздник скотоводов, и надо отметить о том, что скотоводов, коневодов. И, это не означает, что народы, которые не разводили скот или не разводили лошадей, они не участвовали в этом Исыхе. Например, рыболовы, например, да, у нас в Якутии это рыбный край. Во время Исыха праздновали также еще, заключали какие-то сделки, то есть решали какие-то политические вопросы, социальные вопросы. В это время женщины, например, дети, например, могли играть, как играть, конкурсы какие-то устраивать, готовить. То есть это патриархальное общество. Сейчас Исых, он трансформировался с народом Саха, культурой. Почему? Потому что Исых, он воспринимается как праздник, как часть досуга. То есть, если человек работает во время Исыха, он туда не поедет, потому что у него нет свободного времени. Если он, например, в отпуск не ушел, он не поедет к себе в Улус на праздник. Если говорить про традиционное тюльга, то надо отметить о том, что, как понять традиционный, 19 век, там очень красиво все описано этнографами. Также еще традиционно можно отметить Исых в советскую эпоху. Да? Почему? Потому что там жили люди, которые помнили, как проводили настоящий традиционный Исых. И если посмотреть, то фотографии Сунтарского района, Эльгайский наслед, мы ездили туда, и мы смотрели вот Исых 50-х годов 20 века, и там мы наблюдали вот такой трибуна, где стоит докладчик, и вокруг вот этой трибуны тоже сидят в круг местные якуты, сахалар. То есть не было таких вот трибун, каких-то вот культовых, Сергея, например, как сейчас, да, например. А если мы сейчас говорим о том, что сейчас Гых Тюльгета, он трансформируется, опять же, как я говорю, современной якутской культурой, и даже, можно сказать, маркер, как трансформируется якутская культура. Там есть специальные обрядовые места, Сергея, места, где проводят обряд Алгыс, например, отдельное место для проведения Гохая, также еще есть отдельные места для вообще спортивных каких-то мероприятий, да, то есть это уже как бы пространство организации Гых Тюльгета сейчас, да, вот. Оно более отвечает современным требованиям современного человека. То есть, если современного человека привести в такой клуб и сказать, вот там будет вот это, он заблудится, например. Но надо отметить о том, что связывает с традиционным ландшафтом, да, вот с традиционной Гых и современным, это сергя, это салама, это то, как современные якуты сидят вокруг стола, например, да, вот тюльбеннен, например, или семьями сидят, родами в круг. И празднуют этот Исых. И ключевой фигурой во время Исыха это является, конечно, несколько людей. Надо отметить это, что Алгышит и запевала Гухая, например. Насчет Алгышита надо отметить то, что это есть ошибочное мнение у народа, то, что это белый шаман. Но надо отметить то, что в якутской культуре нет понятия белый шаман, черный шаман, да, вот есть конкретный шаман. Есть кузнец, например, да, это такой демиурги тоже можно отметить. Есть Алгышит. Алгышит — это человек, который благословляет богов, духов Срединного мира, всех людей, которые собираются. Например, известный Алгышит, например, мы тоже в Юрийском регионе ездили,
экспедициям. И надо отметить, вот, например, Макаров Николай Николаевич, Нюрбинский улус, да, например. Он очень четко, красиво рассказывает и понимает всю структуру праздника Исех, например. Даже если мы говорим о шаманах, например, да, если мы говорим о кузнецах, то вот Николай Николаевич отмечал о том, что Гых-Тюльгета – это чистое место, это светлое место, это место, куда смотрят все вот верхние боги, Аилар, Аи. И, естественно, там человек, который берет свою силу из нижнего мира, например, да, это кузнецы, например, это шаманы, они не имеют права находиться именно в конкретном вот месте, где проводится вот обряд Алгыс. Ну, в принципе, они могут там праздновать, да, но вот такой вот взгляд есть такой, очень интересный. Агохай. Агохай – это ключевой момент Геха, праздника Исех. Агохай может проходить 3 дня и 3 ночи без остановок. Есть легендарные люди, агохаджиты, да, которые могут петь, агохай не переставая в течение 3 дней и 3 ночей. Надо отметить о том, что в этом году тоже юбилейный год Сергея Зверева, Кылвола, который именно считается вот именно тем человеком, который возродил агохай в таком виде, каким он должен быть, да, вот Сунтарский улус. То, как должны вот запевать, о чем там должно быть и как это все должно проходить, это все вот у нас пришло, вот, сохранилось и пришло вот западных улусов, конкретно Сунтарского района из советских времена. И надо отметить о том, что если сейчас посмотреть Гых-Туймады, например, да, вот былые года, да, и сейчас, в принципе, и в будущем, надеюсь, тоже будет, там вот можно отмечать, как различные улусы поют, танцуют и вообще проводят вот этот агохай, как обряд можно тоже отметить, да, часть обряда. В Сунтарском улусе, например, нам рассказывали, как проводился агохай. Да, вот, то есть не было раньше таких специальных мест для агохая. Агохай не проводили там на площадях, вообще в городской среде как таковой, да. Это тоже вот такое нововведение, да, современной Якутии, современных якутов. Но надо отметить о том, что вот как описывали, как вот вообще происходил вот этот обряд агохая, да, рассказано вот с 50-х годов. Агохаджит запевал агохай, приезжал на лошади, спускался с лошади, заправлял все пуговицы на пиджаке, и как бы где он ступил, да, вот, спустился с седла, оттуда он начинал вот запевать свой агохай. Вот так вот красиво проходил вот этот обряд, да, уже танец, там, песни, да, вот такой мощный, да, вот символ лета якутского и Геха, например.